Добрый вечер. Вы смотрите программу «Кавказская политика». Сегодня в фокусе нашего внимания следующие темы. Кавказ на инвестиционном форуме Сочи-2014, Международный политологический форум в Махачкале. В Пятигорске подвели итоги молодежного форума «Машук», итоги единого дня голосования в СКФО и новости наших информационных партнеров. Начнем наш сегодняшний выпуск с главной новости недели. В Москве в четверг состоялось заседание Госсовета, в котором приняли участие ряд глав республик СКФО. Главная тема обсуждения – развитие отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России в ВТО. Руководил Советом Владимир Путин. Открывая заседание, президент отметил, что состоявшееся 2 года назад вступление России в ВТО стало подтверждением открытости российской экономики. Одновременно это событие повысило планку требований к национальной конкурентоспособности. Вместе с тем, сегодня условия работы в рамках организации меняются. Введенные против нашей страны ограничения – это не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО некоторыми нашими партнерами. Фактически группа стран в одностороннем порядке позволила себе зачеркнуть эти и ряд других принципов и правил ВТО. Президент отметил, что все усилия органов власти в этой ситуации должны быть направлены на развитие реального сектора экономики. В частности, необходимы последовательные действия по удешевлению кредитных средств для предприятий, развитию инфраструктуры, подготовке специалистов. Эти меры призваны способствовать увеличению потенциала отечественной экономики для импортозамещения. В том числе это касается агропромышленного комплекса. Тогда никакие санкции России не страшны. Впрочем, по мнению Рамзана Кадырова, они не страшны и в нынешней ситуации. Ничего не боюсь на самом деле, но санкции это смешно. И они показывают, что они ничего не могут, что они свой настрой против России они показывают и не более. Поэтому мы, если судить, в ближайшие 15 лет ничего не делая, можем задавить и Запад, и Европу. С заседанием Госсовета совпало еще одно большое экономическое событие – открытие ежегодного инвестиционного форума «Сочи-2014». Мероприятие продлится до 21 сентября, и на нем также представлены проекты республик Северного Кавказа. Участниками форума стали представители 80 регионов России, а делегации из 60 регионов возглавили губернаторы и председатели правительства субъектов. Чечня на международном форуме представила свыше 20 проектов, в числе которых горнолыжный курорт Едучи, высотный многофункциональный комплекс Башня Ахмат, спортивно-оздоровительный туристический комплекс Гродненское море. Все регионы Северо-Кавказского федерального округа, они все-таки недооценены с точки зрения экономического потенциала. В силу того, что тут развивались такие деструктивные явления на протяжении ряда лет, это все-таки отпугивало многих экономических деятелей от этого региона, и в этой связи, как говорится, все было законсервировано. На данном этапе все-таки намечается какая-то положительная тенденция, есть работы, в том числе и создание специализированного министерства, и создание других структур, которые проявляют такие активные, делают активные шаги в развитии региона, конечно, не может не сказываться на регионе в целом. Экспозиционная площадь Чеченской Республики, на которой демонстрируются проекты, составляет 93 квадратных метра, а стиль экспозиции этого года – хай-тек. Наши субъекты северокавказские могут с готовыми продуктами выйти и показать, что они что-то могут. Что они, в принципе, это время не теряют зря и готовы генерировать интересные идеи и привлекать инвесторов на уже здоровых рыночных отношениях, которые, в принципе, будут полезны и нам, и инвесторам. Проект южной автобусной линии, объединяющей Россию и страны Закавказья, представила на форуме Северная Осетия, а Карачаево-Черкесия представила на форуме 15 проектов на сумму 160 миллиардов рублей. В Махачкале на неделе прошло несколько больших политических событий, главное из которых, конечно, День единства народов Дагестана. В конце 18 века дагестанцы под натиском внешней угрозы с юга стали объединяться и вступили в сражение с иранским полководцем Надир-Шахом и хорошо вооруженной 100-тысячной армией и одержали победу. Много веков Дагестан является уникальным примером добрососедского существования самых разных этносов, поэтому не случайно праздник совпал со встречей в Махачкале ведущих этнологов, этносоциологов, политологов России. Гости приехали на Международный политологический форум «Российский Кавказ». Открывая мероприятие, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, предваряя пленарную дискуссию политологии Российского Кавказа, отметил, что главной проблемой Кавказа являются стереотипы, связанные с регионом. То, что мы видим сверху, и то, какие связи, взаимосвязи внутри этого социума, это две большие разницы.
Говоря о проблемах региона, глава Дагестана упомянул национализацию и развитие нефтяной отрасли, а также указал на потери, связанные с упадком энергетической отрасли. Рамазан Абдулатипов отметил, что также еще одна отрасль уничтожена полностью – рыболовство. Также Рамазан Абдулатипов обратился к проблемам региональной, этнической и общегражданской идентичности. Рамзан Ахматович просил вам передать, что как старшему брату от имени народов Чеченской Республики и от себя лично он выражает вам свое уважение, и как младший брат 24 часа в сутки ждет приглашения на субботник, если надо на войну, если надо на такой форум. Форум продолжился 2 дня, и за это время в ходе панельных дискуссий были озвучены доклады крупнейших российских специалистов по Кавказу. Основная тематика выступлений – от межэтнического согласия и проблем научной терминологии до проблем законодательных и работы институтов традиционного права. Вот это понятие «российский Кавказ», его встречали с таким немножко... критиковали само понятие, термин «российский Кавказ», считали, что это за российский Кавказ, почему российский Кавказ. Россия здесь, на Кавказе, она присутствует не только географически, но она присутствовала здесь исторически, это мы не должны забывать. Россия играла ключевую роль в решении многих проблем кавказских. И сегодня проблемы Закавказья того же невозможно решить без России. В рамках работы форума состоялась презентация новой книги эксперта клуба «Грозный» по противодействию терроризму и экстремизму Ислама Сайдаева, в которой автор повествует о том, как Запад с помощью агентов влияния планомерно разрушал Советский Союз и ведет информационную войну сегодня. Здесь проводится черта между теми событиями, сегодняшними событиями, которые происходят на Ближнем Востоке, в Украине. То есть это все цепочки звенья одной цепи, чтобы полностью вывести Россию из евразийского пространства, из мировой политики, то есть создать гегемонию Америки во всем мире, создать однополярный мир. Своеобразной фабрикой мысли стала политологическая школа «Каспий», которая проходила параллельно с форумом. Ее участники, в основном молодые специалисты в области политологии и социологии, смогли получить консультации у авторитетов российской науки. Я очень рад, мне удалось подобрать не только мне с коллегами сильный состав преподавателей, может быть, в сфере политологии лучших в России на сегодняшний день. И состав слушателей мне показался очень интересным, потому что, опять же, здесь, начиная с Барнаула, студенты. То есть далеко не только с Дагестана. Политологическая школа продлилась до конца недели, а впереди в Дагестане еще одно большое событие – форум молодых управленцев «Каспий-2014», который стартует 25 сентября. Проекты Северокавказского молодежного форума «Машук» теперь будут готовить круглогодично. Об этом сообщил Сергей Меликов в столице СКФО в ходе проведения заключительного заседания организаторов молодежного форума. Полпред президента СКФО отметил высокий уровень организации форума. Оргкомитет, спонсорские ресурсы, СМИ получили благодарственные письма. Также принято решение, что проекты будут готовиться круглогодично и проходить фильтрацию в субъектах. Таким образом, комитеты по делам молодежи будут заранее в курсе участников Машука. Также будут контролировать реализацию проектов и следить за расходованием грантов. Региональные органы исполнительной власти в сфере молодежной политики, какие-то общественные организации, именно они должны в низах работать каждый день, делать какие-то события, где молодежь снизу сможет со своими инициативами выбиваться наверх. Машук уже сам должен стать такой финальной стадией оформления всего этого в грамотный проект. Президент России выдвинул 3 кандидатуры для избрания на должность главы Кабардино-Балкарии. Голосование должно состояться 9 октября, и нового главу республики изберут депутаты парламента 5-го созыва, чьи выборы прошли в минувшее воскресенье, 14 сентября. По итогам выборов 50 мандатов в парламенте КБР получили кандидаты от партии «Единая Россия». Похожий результат единого дня голосования наблюдается и в других регионах округа. Жители Чечни продемонстрировали высокую активность на выборах. По итогам голосования в органы местного самоуправления 6 сельских районов «Единая Россия» получила 205 мандатов, «Справедливая Россия» 5 и Российский общенародный союз 1 мандат. Интерес к выборам, если сравнить с другими выборами, имеется в виду предыдущими, он тоже немножко вырос. Он тоже немножко вырос. Непредсказуемых результатов не было. Ставропольские выборы губернатора тоже не были неожиданностью. С абсолютным превосходством выиграл Владимир Владимиров. А нынешний губернатор, вернее, исполняющий обязанности губернатора. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение о призыве в этом году 500 человек из Чечни для прохождения срочной службы. Об этом сообщил Рамзан Кадыров после встречи с министром, которая состоялась 18 сентября. В республике призывники уже многие годы не могут воспользоваться своим законным правом и исполнить свой гражданский долг.
Последние годы призывники проходили воинскую службу в подразделениях МВД, дислоцированных на территории республики. Теперь, возможно, в скором времени они смогут служить и на новейших военных кораблях, таких, которые испытывали в деле российские моряки на учениях Каспийской флотилии на прошлой неделе. Маневры длились 4 дня. Новые корабли обладают универсальным вооружением, могут и обороняться, и атаковать как на море, так и на реке. Репортаж телеканала РГВК «Дагестан». Первые выстрелы прицельные. Через несколько минут после небольших корректировок два новых корабля начинают шквальный огонь. Условная мишень находится на острове в десятках километров, но 160 осколочно-фугасных снарядов ложатся ровно по цели. Два новых корабля «Углич» и «Град-Свияжск» на учениях Каспийской флотилии впервые. Близнецы по конструкторскому решению. Оба имеют на вооружениях 100-миллиметровые пушки и зенитные установки, но основная огневая мощь – крылатые ракеты, способные поражать цели за 2000 километров. Новые корветы поступили на службу в Каспий только в этом году. Оснащенные самой современной техникой, они способны не только обнаружить противника, но и оставаться незамеченным. Корабли в своем классе не имеют себе равных, одинаково результативно могут действовать как на море, так и на больших реках. В случае необходимости «Углич» и «Град-Свияжск» в состоянии обеспечить огневую поддержку десанту, поэтому эти корабли и называют многоцелевыми. С ракетным вооружением на борту новые российские корветы могут выполнять боевые задачи в любом уголке Мирового океана. Отличие этих кораблей огромным количеством техники новой, цифровой, которая позволяет рассчитывать, высчитывать и упрощает действия в какой-то мере личного состава. Переоснащение Каспийской флотилии продолжается уже в этом году. Группировку пополнит еще один именной корвет «Великий Устюг», точная копия своих собратьев «Углича» и «Град-Свияжска». В поселке Домбай в настоящее время прибывает 390 беженцев из Луганской и Донецкой областей. Некоторые связывают с республикой свое будущее. Местные предприятия оказывают содействие гражданам Украины в обустройстве. Так, на днях Урупский горнообогатительный комбинат принял на работу и обеспечил жильем 5 украинских семей. Репортаж телеканала Архыз-24. Центр занятости населения республики продолжает работу по трудоустройству беженцев с Украины, временно размещенных на территории гостиницы «Домбай». Месяц назад дирекция Урупского горнообогатительного комплекса приняла на работу и предоставила жилье 6 семьям. Началось с чего? События известные, которые происходят на Украине, те безобразия, которые творятся на Украине. По просьбе главы республики мы организовали здесь жилье. Мы строили дом для своих работников и 6 квартир решили отдать беженцам. Перед тем, как заселить вынужденных переселенцев из Украины, в новых квартирах дирекции предприятия был проведен капитальный ремонт. Закуплена новая мебель и вся необходимая бытовая техника. Что касается первой семьи, которая приехала, это Кобыльчак Людмила Николаевна. Я узнал, одни из правительства мне позвонили с отдела труда, что есть такая женщина, которая муж воюет, сын старший воюет. Она одна здесь с младшим сыном. Извините, таких людей оставить без внимания для россиян это вообще ненормально. Поэтому она была первая самая, привезена была сюда. Это случилось 3 недели назад. Мы привезли ее сюда, обеспечили жильем. Она жила в директорской квартире. Когда-то была директорская квартира. Мы поселили и сейчас переселили здесь, дали жилье. Людмила Кобыльчак с грустью рассказывает о своих близких, которые по воле судьбы сейчас пребывают в других регионах России. В новых условиях в Карачаево-Черкесии женщина намерена начать новую жизнь. Здесь и работа, и все в доме, и квартиры эти. Все, помог нас на работу устроиться. Ребенка в школу мне собрать помог. Устроил в школу ребеночка, теперь мы находимся тут. Помимо Людмилы Кобыльчак, Урупский ГОК предоставил квартиры с удобствами еще 5 семьям. Также дирекция комплекса посодействовала при оформлении документов, необходимых для предоставления в школу. У большинства семей имеются дети школьного возраста. Юрий Леонидович отметил, что Урал-Асбест, в состав которого они входят, предоставляют жилье и работу вынужденным переселенцам, которые находятся сейчас и в других регионах России.
До 4 октября все граждане России, имеющие вид на жительство или паспорт другого государства, должны проинформировать об этом миграционную службу. За сокрытие двойного гражданства будут наказывать штрафом. Эта проблема для Кавказа особенно актуальна в контексте Южной Осетии. Репортаж наших коллег. Те, кто постоянно проживает на территории другой страны, могут не переживать. К ним штрафы применяться не будут. Они попадают под действие закона только когда пересекают границу Российской Федерации. Процедура уведомления, по сути, несложная. Бумаги можно заполнить в любом отделении ФМС или Почты России. При себе необходимо иметь оба паспорта. Гражданин, когда приходит либо в органы управления Федеральной миграционной службы, либо на почтовое отделение, ему выдают специальную форму вот этого уведомления, он заполняет форму уведомления, к данному уведомлению прикладываются 2 ксерокопии документов. Это значит копия паспорта гражданина Российской Федерации и копия паспорта иностранного гражданина, либо вид на жительство, либо иной документ, дающий ему право на проживание в иностранном государстве. Гражданину выдается корешок этого уведомления, то есть каждый человек будет иметь на руках подтверждение того, что он подал уведомление в установленном порядке, в установленные сроки. Более чем за месяц со дня вступления в силу новых правил о наличии двойного гражданства уведомили почти 5500 жителей Северной Осетии. Практически все они в качестве второго называют Юго-Осетинское. В соседнем государстве решили помочь своим гражданам. С этого дня в Цхинвале работают сотрудники Северо-Осетинского отделения Почты России. Теперь жители Южной Осетии смогут на месте заполнить бланки. По линии Почты России это связь везде и всюду платная. Надо на территории Северной Осетии платить. Но они пошли нам на уступки, и они будут принимать людей здесь, и стоимость, которая есть данной услуги на территории России, в том числе Северной Осетии, составляет 450 рублей, эту сумму надо будет платить и здесь. По закону документы для оформления нужно представить в ФМС или почтовое отделение до 4 октября. Для нарушителей введены новые статьи как в Уголовный, так и в Кодекс об административных правонарушениях. Минимальный штраф 500 рублей. Если нарушение умышленное или гражданин представил ложные данные, заплатить придется 200 тысяч рублей или отправиться на исправительные работы. Прошедшая неделя была насыщена самыми разными событиями, в которых отражается реальное положение дел на Кавказе. Регион принимает беженцев, защищает Россию, убирает будущее и развивается экономически. Вы смотрели программу «Кавказская политика». Всего доброго.